Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Совета глав государств СНГ. Хочу выразить признательность Сергею Николаевичу Лебедеву и его лице всему исполнительному комитету СНГ за оказанное содействие в подготовке и проведении нашего заседания. Завершилось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое было создано в преддверии саммита Содружества независимых государств, который состоится завтра. Мы одобрили план консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ на ближайшие 2 года и рассмотрели целый ряд проектов документов, которые согласованы для доклада главам государств, соответственно, 13 октября. Среди этих документов заявление в поддержку свободы вероисповедания, заявление о международных отношениях в многополярном мире, заявление о сотрудничестве в сфере цифровизации и заявление в поддержку русского языка как языка межнационального общения. По этой же теме одобрен документ, который учреждает международную организацию по русскому языку, которая будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав СНГ. Большое внимание уделено мероприятиям, которые планируется провести в связи с предстоящим в 2025 году 80-летием победы в Великой Отечественной войне, принят соответствующий план мероприятий и уделили серьезное внимание вопросам, которые касаются сотрудничества в сфере безопасности. Одобрены документы по взаимодействию в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и план мероприятий по противодействию преступности. Все это выносится на рассмотрение глав государств. По предложению Казахстана принято решение создать при Содружестве категории стран-наблюдателей и стран-партнеров. Конкретные кандидатуры будут рассматриваться после того, как этот документ будет одобрен главами государств. Ну и Россия, как вы знаете, будет председателем в СНГ в следующем году. Завтра президент Путин представит концепцию нашего председательства и план соответствующих мероприятий. Так что я считаю, мы сегодня хорошо поработали. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Россия-24, пожалуйста. Наталья Соловьева, Россия-24, Сергей Викторович, Армения. Становится, наверное, очевидным кризис в отношениях между Ереваном и Москвой. Но самое печальное – это рост антироссийских настроений в Армении. Как вы считаете, если это следствие, в чем причина? И мы подходим ли мы к той точке, когда наши добрососедские отношения тоже поразит кризис, некую точку невозврата, может быть, на наш взгляд? Вы знаете, то, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы. Да и раньше тоже их там было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией, как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов прежде всего США и Евросоюза и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов, но у нас глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно исторически братских связей с Российской Федерацией. И обращаю ваше внимание, что пару дней назад премьер-министр Пашинян давал пресс-конференцию, интервью, и в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на
попытки утянуть Ереван в другом направлении. ТАСС, пожалуйста. Сергей Викторович, здравствуйте. Премьер Ирака попросил президента Путина выступить с инициативой о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Готова ли Москва выдвинуть такое предложение и стать посредником между сторонами? И обсуждалась ли эта тема сегодня? Вы знаете, мы ведь практически в тот же день, когда началась вот эта горячая фаза противостояния Хамас и Израиля, сделали заявление, официальное заявление Министерства иностранных дел, в котором призвали ровно к тому, о чем вы сейчас говорите, к прекращению, немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Сегодня мы эту тему затронули. Посмотрим до саммита, будет ли возможность согласовать какую-то общую позицию для ее официального представления. Но у всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, у всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо проявлений террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица с обеих сторон. И, безусловно, то, о чем вчера еще раз сказал президент Путин во время выступления на российской энергетической неделе, необходимо сконцентрировать внимание на существе проблемы. Долгие десятилетия принятое решение Организации Объединенных Наций о создании палестинского государства саботируется. Прежде всего Соединенными Штатами, которые хотят монополизировать, узурпировать посреднические усилия, пытаются оттеснить в сторону и Россию, и ООН, и Евросоюз, и тем самым срывают работу квартета международных посредников, в которые вот эти все стороны входят: Россия, США, ООН и Европейский Союз. Президент дал исчерпывающую оценку таких действий, и мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе вот тех принципов, которые были в Организации Объединенных Наций одобрены. Спасибо. Где находится могила Эртугрула Гази. Необычный караул почета появился в турецком городе Сигют в провинции Беледжик, у мавзолея, где похоронен Эртугрул Гази, отец Османа Гази, основателя османского государства. 13 солдат в одеяниях тюркских воинов XIII века будут теперь дежурить у могилы Эртугрула 365 дней в году. Эта инициатива была задумана администрацией провинции Беледжик совместно с турецкими военными и жандармерией. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini ukaz olarak devrediyorum. 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 Ha, kola, dön. Çalın beni, al. Yerlerinize, al.
Личность Эртугрула стала необычайно популярной в последнее время в Турции благодаря телесериалу «Дирилиш Эртугрул», что означает «возрожденный Эртугрул». Вместе с самой личностью наблюдается также возросший интерес к доосманскому прошлому турок, в частности к этническим видам спорта, таким как стрельба из лука. К разряду новых таких традиций относятся и почетные караулы из 16 тюркских воинов, представляющих тюркские империи, которые встречают иностранных гостей в новом президентском дворце в Анкаре. Эртугрул Гази, заложивший основу Великой Османской империи, став оплотом и надеждой мусульман всего мира, в течение 6 веков влияла на ход мировой истории, объединила вокруг себя более 60 государств. В исследовании также представлены интересные сведения о легендарных предках Эртугрула, Атилле, Огусхане и другие. О его потомках, султанах Османской империи, рассказывается о роли тюрков в распространении ислама на обширных пространствах Азии, Африки и Европы, о тесных исторических связях с Россией. Слово «Эртугрул» образовано из двух слов «эр» и «тугрул». «Эр» означает «человек», «воин» или «храбрец», а «тугрул» означает «орел», «большая хищная птица». Исходя из этого, значение имени Эртугрул будет таково: человек-орел, воин-орел или храбрая хищная птица. Напоминаем вам отдельные высказывания Эртугрула Гази. «Не бойтесь ничего. Того, кто боится, преследуют неудачи. Страх иногда допустим в обыденной жизни, но в ответственный момент гоните страх прочь. Усомнившись хотя бы на мгновение, вы потерпите поражение. На мужчине всегда лежит ответственность за свою семью, за женщину, за детей, которых она подарила ему. Нет времени на слабость, усталость и уныние. Есть лишь совесть, честь, верность и гордость». Бесчестие подобно порезу на дереве, который со временем делается только больше и больше. Единственное, что следует делать за спиной человека, это молиться за него. Эти слова, сказанные им в назидание потомкам, стали для нас нравственным ориентиром, установкой к действию. В них кладезь мудрости веков. Сегодня очень много туристов посещают могилу Эртугрула Гази в Турции. Эртугрул Гази – истинный герой, пример для подражания для тысяч молодых людей. Кто гибнет в сражении, как доблестный воин, тот имя свое обессмертить достоин. А трус малодушный хоть жизнь свою спас, утративший честь умирает 100 раз. Усердствуй в течение всей жизни, дабы смеяться в день своей смерти от радости, пока другие будут тебя оплакивать.
Киалагаи – традиционный азербайджанский шелковый платок, которым азербайджанские девушки и женщины покрывали голову и плечи. Это украшало их, а также благодаря особенным качествам шелка спасало от жаркого солнца и холодного ветра. Летом дарило прохладу, а зимой согревало теплом. Немало интересных сведений о Киалагаи оставили итальянские, английские и голландские путешественники, рассказывая в своих заметках о лавках в Азербайджане, где продают вытканные серебром и золотом платки. Орнамент рисунка Киалагаи и метод ношения платка в различных областях Азербайджана отличались друг от друга, и это разнообразие также отмечалось путешественниками. Женские головные платки Киалагаи особенно знамениты в Шики. Расположенный на Великом шелковом пути азербайджанский город в средние века привлекал купцов и торговцев своими ремесленными изделиями, среди которых особое место занимали шелковые платки. Ткацкие мастерские здесь были практически повсюду. Начиная с советских времен все мастера объединились под крышей шелкового комбината. Шикинский шелк везли в разные страны. Он славился своим качеством, буйством цветов и красивыми узорами. Комбинат не успевал справляться с заказами, которые шли с разных уголков планеты. Платки Киалагаи традиционно имеют форму квадрата и определенный размер. Обычно ширина составляет 2 метра. Его поверхности достаточно, чтобы покрыть и голову, и плечи. Сегодня Киалагаи делают разных размеров. Прямоугольной формы в виде шарфов или в форме квадрата, только размерами меньше. Издревле в Азербайджане существует традиция надевать киалагаи определенной раскраски в определенном возрасте. Так, взрослые женщины предпочитали носить платки более темных, не особо привлекающих оттенков, а незамужние девушки покрывали голову киалагаи светлых и даже ярких тонов, обычно желтого, розового, сиреневого. На улицах современного Азербайджана сейчас редко можно встретить женщин, носящих киалагаи. Времена меняются, и этот головной убор уже больше используется как национальный сувенир.
Придать платку современный образ – дело художников. Этот головной убор – один из главных атрибутов национальной женской одежды. Келагаи всегда было выражением культурной самобытности, религиозных традиций, символом социальной сплоченности. Его производство и ношение и дальше будут укреплять роль женщин и культурное единство азербайджанского общества. Каждый уголок Турции уникален. Традиционные блюда, сладости, изделия, нравы и привычки. Что может быть лучше, чем окунуться на денек в жизнь маленького турецкого городка? Мы в Эскишехире, или, правильнее сказать, в старом городе. Ухоженный и компактный город в северо-западной Турции, заметим, согласно решению саммита глав тюркоязычных государств, стал культурной столицей тюркского мира 2013 года. В начале XIV века Эскишехир, или Старый город, был столицей молодого османского государства. В начале XX – полем сражения греческих войск с армией Турции. В начале 21-го – это студенческий центр страны и турецкая Венеция одновременно. Официально население Эскишехира около 650 тысяч человек.
Но поскольку именно в этом городе расположился самый крупный университет страны и 4-й в мире, с сентября по май население города увеличивается вдвое. И это неудивительно. В университете ежегодно проходят обучение 880 тысяч студентов. Эскишехир очень компактный город. Центр его разделен каналами реки Посрук. Эта часть города называется Адалар, или в переводе на русский «острова». Каналы как бы выделяют в небольшие острова часть города, что в какой-то степени напоминает Венецию. Именно поэтому после реконструкции набережных в 2008 году здесь начали ходить венецианские гондолы. В выходные желающие прокатиться по каналам Эскишехира выстраиваются в очередь. Одна прогулка стоит 15 лир с человека. Адалар или острова – любимое место студентов. С утра до глубокой ночи здесь работают многочисленные кафе, рестораны и бары на любой вкус. Кстати, излюбленный транспорт здесь – велосипед. И это неудивительно. Город расположился на равнине, поэтому передвигаться на велосипеде не составляет труда. И по-студенчески дешево. Одун-Пазар – так называется исторический и туристический район Эскишехира. Отреставрированные здания 19 века, пекарни и лавочки мясников, мастерские – на каждом шагу история. Мастерство и искусство, передаваемое из поколения в поколение. Оказывается, 70% жителей Эскишехира – это потомственные крымские татары. Поэтому именно это блюдо и стало визитной кулинарной карточкой старого города. Чебуреки здесь подают с пылу с жару. К ним подают также айран и, конечно же, большое количество салфеток. И на заметку, чебуреки в Эскишехире среднего размера, и мяса в них кладут не очень много, поэтому стоит заказать сразу 3 или даже 4 штуки. Eskişehir'imizin Mihalıçık ilçesinden Kırgızстанlı kardeşlerimize buradan kucak dolusu... Через вас передаю свои искренние пожелания кыргызстанцам. Нам необходимо укреплять наши братские дружбы. Пусть наши дружественные отношения будут вечными. Я приглашаю вас в гости. Мы всегда готовы вас встретить с особой теплотой и искренностью. Кыргызстанцам, всем жителям Кыргызстана, многонационального Кыргызстана, я в первую очередь желаю дружбу, чтобы они жили дружно, чтобы все вот так вот чаще встречались, общались, чтобы все передавали даже свои вот так вот традиции. Это же неплохо встретиться, передать здоровья им всем, счастья им всем и все желания, которые у них есть в душе, чтобы у всех сбылись эти желания. Это было специально для программы «Мост дружбы». Хочу, чтобы вот этот канал, телеканал, чтобы он процветал,
чтобы чаще он организовывал даже вот такие вот встречи, вот такие праздники, чтобы мы были еще сплоченнее и еще дружелюбнее. И вам большое, очень большое спасибо, что вы сегодня пришли к нам на вот это мероприятие, что вы вот это вот нас вот так вот всех сняли, что, может быть, когда-то нас покажут где-то по каналу. Не когда-то, точно покажут. Точно, да? Очень огромное вам спасибо. Желаю вам счастья, здоровья и успеха в вашей работе. В культуре туро-кагызска сохраняется довольно сложный свадебный обряд. Свадьба продолжается в течение нескольких дней. Перед этим в доме невесты собирается девичник. Молодые девушки поют, танцуют и окрашивают руки невесты хной. Это мы сейчас сидим, короче, она дом жениха, оттуда входит, мажет медом и тарелку наливает. Вот еще снимите, это наш главный обряд, который одевает обувь невесты. Сюда ставит жених деньги, сюда ставит отец, да. Пока она не уедет к жениху, она не должна обувь снимать. Жених сам снимет.
yoldaşı, benim babam yüzbaşı. Sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Duman olur dağ başı, benim babam yüzbaşı. Sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum. Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum. Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Нашему Кыргызстану процветания и межнационального согласия между людьми. Dastarhanı dolu olsun, gözü kuru olsun, yollar açık olsun, kadar yoldaşı olsun. Allah'tan imdat peygamber şefaati olsun. Hastalara şifa olsun. Dardakine imdat olsun. Yoksulları eda etsin. Yola çıkanın yolu açık olsun. Kadar yoldaşı olsun. Allah'tan imdat peygamber şefaati olsun. Allah cümle alemin, Kırgızistan'ın, bizim evin, yurdun, karnı tok olsun, gözü kuru olsun, ömrü uzun olsun. Одновременно это является моделью дружбы, согласия и мира на кыргызской земле, поддержки национальной политики государства. Мы выбираем стабильность. Это прямая дорога к процветанию страны. Творческая группа «Мост дружбы» выражает особую благодарность за подготовку мероприятия во главе с руководителем тура Кахыска в Кыргызстане Атамше Дурсунову, Джафару Айдарову, Азизу Касымову, Тахмине Сейдиевой и Алтынай Карыбековой. Уважаемые телезрители, съемочная группа «Мост дружбы» ждет и ваших приглашений. Мы готовы быть в любой точке Кыргызстана, в каждой семье во имя мира и дружбы.